Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 1 декабря 2023 года, 20 часов по Берлину, 21 час по городу Джохару. Друзья, вас всех сердечно приветствую. Итак, стрим у нас идет на канале в YouTube, на канале Reality и в TikTok на канале Аслан Арцу. Друзья, я вас всех приветствую. И сразу же перехожу к сообщению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На сегодняшний день, на 1 декабря 2023 года, уничтожено русских оккупантов с начала широкомасштабного вторжения фашистской России на территорию Украины. Уничтожено 1280 оккупантов, 13 танков, 32 боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 2 антиаэркрафт, 22 БПЛА, 38 автомобильной техники, 13 спецтехники. Итого цифра уничтоженных оккупантов достигла 330 приблизительно, 1040 бандитов. Друзья, с чем я вас всех и поздравляю. Перехожу к вашим комментариям. Адам Гиус, здравствуйте, ва алейкум ассалам, Адам. Бамут, Евгений, Мавидин, При, Справедливый человек, Шамиль, я вас всех приветствую, ва алейкум ассалам. Конечно же, плачущий араб, ва алейкум салам. Друзья, я тут эксперименты со светом провожу. Вы мне скажите, как вам больше нравится, как вам меньше нравится. Вот сейчас я пытаюсь тут как-то сделать так, чтобы это было немножко интересно со светом. Бугор, добрый. Так, салам маршал, душик махкой, содавайн, вачун, со ладу, шушик масарга, дейлер салам маршал, буря. Я тебя приветствую. Так, Шамиль, Ам Израиль, хай, слава Украине. Героям слава, Шамиль, героям слава. Так, друзья, что еще перед началом по нашей традиции? Перед тем, как начать мочить русню. Как вы знаете, сейчас вернемся потом уже к другим темам. Ну, начнем уже с других тем. Хотел бы сказать про то, что на канале Гордон вышло видео, где некий бывший КГБшник заявил нам о том, что отец Джохара Дудаева тесно сотрудничал, открыто причем сотрудничал с НКВД и так далее. И мы по этому поводу делали видео, делали обращение. И Гордон связался с племянником Джохара Дудаева, с Мусой Таиповым. Тот человек, про которого говорил на канале Гордон, вот этот экс-КГБшник Зеленько, про отца Джохара Дудаева, является дедушкой по матери Мусы Таипова. И сейчас в данный момент как раз идет запись интервью, поэтому хотел сегодня с Мусой еще пообщаться. Поэтому Муса не сможет, потому что он сейчас на этом интервью. До этого мы сегодня с Мусой записали, мне кажется, очень интересное интервью с Мусой Таиповым и с Марией Максаковой. И оно, наверное, сегодня-завтра выйдет на канале Марии, и затем я это видео выложу и у себя тоже. Так что хотел что я сказать, потому я понимаю, что Гордон игнорирует многие вещи, как бы недосягаемая звезда Ютуба и так далее, и он игнорирует. И
те вещи, которые мы говорим. Но на этот раз он не проигнорировал, вышел на связь и начал говорить, что да, он понимает, что произошла такая неприятная вещь. И поэтому он предоставил площадку Мусе на своем канале. Я бы хотел поблагодарить всех тех, кто повлиял на то, чтобы Гордон связался с племянником Джохара Дудаева, с Мусой Таиповым, и выразить большую благодарность тем лицам, тем людям, кто это сделал. Кто-то это сделал, я в этом не сомневаюсь. Сам Гордон этого не сделал бы, на мой взгляд. Поэтому благодарю вас, друзья, искренне от всего сердца. Знаю, что вы нас смотрите, знаю, что вы нас поддерживаете. Мы вас тоже поддерживаем и будем верны нашим общим задачам и целям. Да, мула. Так, к нам зашел недобитый Зов спецназ. Привет, говорит, слава фашистской своей Русне. Не говори, что я не читаю все комментарии, потом не говори, читаю все, немножко иногда переделываю. Так, чем нас обрадуешь? Вот, обрадовал одной вестью. Георгий, валейкум салам, свирдик хахуэль. Витаю вас, Сергей. Георгий, точнее, извиняюсь. Не посмотрел, как Боровой призвал к капитуляции Украины. Шамиль, это ты мне вопрос задал, или ты про себя говоришь, что ты не посмотрел? Я не видел этого. Асан, когда человек задается в Европе, является ли его интервью конфиденциальным? То есть, если надо, могут ли вражки узнать, о каких-то основаниях сдался человек или нет? Конечно же, это является конфиденциальной информацией. Эта информация ни в коем случае не разглашается. Но я вам могу сказать, что утечки, по крайней мере, не буду так говорить, что утечка была, я не могу этого утверждать. Я могу сказать, что были случаи, когда приходили люди к родственникам, тем, кто давал здесь в Европе интервью, к родственникам того, кто давал интервью дома во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, и говорили, что мы знаем, что ваш сын там, или дядя, или брат находится там-то, там-то, и говорить нелицеприятные вещи, лучше ему помалкивать. Такие вещи были, и если утечка происходит такая, то без сомнения дело в переводчике, которого туда приглашают. Организация, я могу сказать за Германию точно, да я думаю во всей Европе, организации, которые проводят так называемое интервью, на самом деле это форменный допрос, вы имеете дело со спецслужбами, причем самыми серьезными спецслужбами страны, которая занимается безопасностью и мешает инфильтрации разной агентуры из других государств в свою страну. Я могу сказать, что очень серьезно к этому относятся, очень серьезно подходят к этому, и не дай бог что-то утечет. Но вот переводчики, которые приглашаются в посольство, ну раньше, по крайней мере, это было, сейчас немножко возникли, как вы знаете, проблемы. Ну вот как-то так, они встречаются, там их там посольство любит, лелеет, холит, российское банк-притон посольство так называемое. Поэтому вот как-то так, утечка может быть, отрицать ее нельзя, но только лишь от переводчиков, имейте в виду. Да, кстати, Боровой говорил, что Зеленскому лучше капитулировать. Я тебе писал в прошлом стриме, в чате ты не прочитал. Ну, может, не заметил. Окей. Но что значит капитулировать? Это что за такое? Может, вы неправильно поняли, справедливый человек? Как это так? Как это капитулировать? Асан, что там насчет 16-летнего подростка-чеченца, который якобы пытался совершить теракт? Сегодня прочитал из Кавказа Реалии. Ну, Кавказ Реалии, как обычно, подает новость. Есть такая информация, задержан молодой чеченец. И вчера мы вот присутствовали на одном мероприятии, нас пригласили на Бранденбургскую землю.
Оранжери город называется, небольшой городишко под Берлином. И эта организация, это мероприятие, конференция была организована Verfassung Schutz Brandenburg, это спецслужбы Бранденбурга, это типа это защита конституционного строя. Туда были мы также приглашены, где говорили на другие темы. Тема была посвящена чеченцам и северокавказским представителям, так и называлась конференция. И вот там я тоже обсуждал и этот вопрос, и другие. Дело в том, что на территории Бранденбурга, на земле Бранденбурга проживает самое большое количество чеченцев и северокавказских беженцев, которые там проживают. Дело в том, что я буду делать отдельное видео по этому поводу и на чеченском языке, я буду обращаться к чеченцам, потому что там была полиция, там был министр Германии, федеральный министр, там были мэр города там был, одного, по крайней мере, точно, он выступал. Были журналисты, большое такое хорошее мероприятие получилось. И все они подходили, когда мы узнали, мы там активно выступали, говорили, задавали вопросы. Выступали, имеется в виду, не на сцене, а вот задавали вопросы, говорили в кулуарах. И все были очень заинтересованы в том, чтобы интегрировать чеченцев. Там была криминальная полиция Бранденбургской земли, просто огромное количество людей было, набрал визиток, но раздал визитки, но не со всеми успел как бы запомнить имена и так далее. И дело в том, что все до единого нам говорили, что для вас, чеченцы, сделать. Скажите просто, что хуэшун, алдаголышун, шун хуэшбэг, валлахи, биллахи, сюикдин амелмадуис, вашайн хуэш хаалиш, полицию взять, социальные органы вас взять, встроить у вас государство немецкое. Скажите, что вам нужно, чеченцы. Пожалуйста, честное слово, меня просто разрывали на части, и все мне задавали один и тот же вопрос. Скажите, что вам, чеченцы, нужно? Все, что вам нужно, мы вам предоставим. Скажите, чтобы вас интегрировать, чтобы вы стали полноценными гражданами, членами немецкого общества. Вот такой вот у нас был разговор. Еще я сейчас в процессе переговоров с некоторыми представителями, и я буду сейчас формулировать мысль, как я буду обращаться к чеченцам. И чеченцам к вам будет предложение очень интересное ко всем, конечно же, гражданам. И не гражданам, всем, кто проживает в Германии, это будет относиться. И в частности, конечно, тем, кто проживает на земле Бранденбурга. Вот это очень хорошая, позитивная новость, которую мы будем развивать, мы будем с этим работать, потому что немцы в корне пересмотрели отношение к чеченскому вопросу, хотя я не могу сказать, что нас вообще полностью игнорировали и так далее, но сейчас нам предлагают, хотите учиться, пойти в Академию МВД, министерство полицейское как-то называется, хотите работать там в социальных сферах, еще где-то, потихонечку нас хотят интегрировать, брать на государственную службу, на государственную работу. Да, если это не будет службой, как полиция, то там социаламт, например, идти работать. Вот разные поступали предложения. Я сейчас хочу точно все моменты заручиться стопроцентной поддержкой, чтобы потом не получилось, что я что-то скажу, а потом это будет не так. Потому что я думаю, чеченцы, молодые люди, девочки, мальчики захотят в этом во всем принять участие. И
будем двигаться в этом направлении, чеченцы, потому что если мы будем иметь здесь слово в Германии, то это будет полезно не только вам лично, вашей семье, это будет полезно для всех чеченцев, не только в Германии даже, а даже для тех, кто находится в Чеченской Республике Ичкерия, временно оккупированной. Также я хочу сказать, что вот эту идею, вот этот запрос немецких властей, о нем известно российским спецслужбам. Русские спецслужбы уже активно ищут своих представителей, кого можно туда проталкивать. Поэтому я бы хотел, чтобы свободные чеченцы, которые независимы от России, никак, не связаны никак, вот эти чеченцы проходили в государственные органы Германии. И это очень важно, друзья. Давайте почитаю ваши комментарии, а там уже поговорим еще. Салам алейкум. Республиканский демократ. Ва алейкум ассалам. Капитуляция тяжелый, но разумный выход для Украины. Так сказал Боровой, да? Вот название видео на канале Борового. Ну все, значит, раскрылся. Ну сейчас они уже мечтают о том, что они сейчас будут призывать к капитуляции. На самом деле ничего из этого у них не выйдет. Это все будет отлично, дай бог. Почему сзади флаг США, не Ичкерии? А вот же висит флаг Ичкерии. Вы не видите? Он в ТикТоке не весь виден. У нас в Ютубе он виден полностью. Не волнуйтесь, все нормально. Так, снова к нам зашли подхолопные фабрика троллей. Я вас всех вместе разом, друзья, чтобы потом не отвлекаться, дальше отправляю вслед за вашим русским кораблем. Все, вы поняли дорогу. Поэтому все, давайте, девочки, удачи вам. Так, давайте перейдем к вашим комментариям. Снова в YouTube, друзья. Стрим у нас идет в YouTube и в TikTok. Еще раз напоминаю. Так, справедливый человек, что, Аслан, почему они пересмотрели к вам отношения? Дело в том, что, на мой взгляд, дело в том, что, ну, как мы понимаем, ситуация с Россией испортилась. А здесь нас в Европе, ну, в частности, в Германии, если ты не связан с Россией, то тебя Россия причисляет, она своих врагов вычисляет и знает, кто из нас ей враг. И она вычисляет и заявляет о том, что мы экстремисты, террористы, опасные там и так далее. И Германия прислушивалась к тому, что говорит, в частности, Германия и другие страны Европы тоже прислушивалась к тому, что говорила Россия. И так получалось, что лица, которые связаны с фашистской русней, вот эти лица появлялись на виду. Более того, представители так называемой Ичкерии, с которыми я бывал на митинге, открывались, им предоставляли в русском доме помещения для разных, там, изучать чеченский язык, и, там, изучать чеченские танцы, обучаться чеченским танцам. Ну и такой чеченский культурный центр, вот такие вот вещи в русском доме, понимаете? И значит мы получаемся частью России. И таким образом мы, точнее представители, связанные с Россией, они помогали представить чеченцев, которые против России, представить нас опасными и для Германии в том числе. Сейчас это все пересматривается.
Более того, те люди, которые были связаны с Россией, вчера мы это тоже обсуждали, эти люди никак не пользовались авторитетом в чеченском обществе. Вроде бы у них там сотни тысяч там просмотров, их там, они собирают митинги, там третье, десятое, но чеченцы к ним не идут. Потому что по своей чеченской почте мы сразу вычисляем, кто есть кто. И у нас такой вопрос, такой один единственный, поддерживаете Кадырова, это значит Россию. Если человек поддерживает Кадырова, и если он за Россию, то этот чеченец представляет угрозу для чеченцев. И для меня лично. И мы вчера это обсуждали. Вчера я им объяснял. Я говорил, мы привыкли за 3-4 века, что находимся в противостоянии с фашистской Россией. Мы живем как государство в государстве. Такое теневое государство у нас. И даже некоторые из нас не осознают, почему они делают такой выбор, отстраняются от тех, со всем, что связано с фашистской Россией. Но при этом, хоть и мы как-то контактируем с этим государством, получить справку, получить паспорт, там еще что-то, при всем при этом мы остаемся в параллельном своем мире. И вы, Германия, являлись все это время продолжением вот этой политики России. А Россия над нами совершила на самом деле террористический акт и на самом деле геноцид нашего народа. Понимаете? И теперь все, кто поддерживает Россию или нас видят россиянами, мы не набрасываемся на них ничего, но мы понимаем, что для нас это угроза. Как засунуть руку в гадюшник, в змеиный какой-нибудь засунуть руку, это опасно. Вот точно так же мы понимаем, что опасно, это данность, это такое явление. Поэтому мы просто пытаемся обходить стороной. Поэтому мы не поддерживаем тех, кто связан с фашистской Россией. Вот если вы будете исходить из того, что вы нас не считаете частью, они мне говорят, нет, это не так, мы там поддерживаем, мы пытаемся всячески, мы не лезем в политику и так далее. Но вы нам не даете документы, на которых написано Россия, наше гражданство. Вы при любом удобном случае говорите, идите в российское посольство, получите документ какой-нибудь от них, там справку какую-нибудь. И так далее, и так далее. Плюс вы контактируете с теми чеченцами, которые связаны с фашистской Россией. И вот это нас отторгает, и мы закрываемся. Мы понимаем, что вы в любой момент можете нас передать России, вы можете отдать о нас информацию России. И даже тот, кто это не понимает, он это ощущает. Это страх, я говорю, обычный страх за свою безопасность, которую вам что-то надо с этим делать. И мы разработали несколько интересных таких вещей, будем работать над этим. И, конечно же, привлекать чеченцев на государственную службу в Германии, и так далее, и так далее. Всех вещей я рассказывать не буду, потому что они только как идеи, которые мы будем стараться реализовывать. И я думаю, что Германия это такой локомотив Европы. И что происходит в Германии, все будет перекидываться на другие страны. Все копируют то, как делает Германия. И Франция, и другие страны. И я очень надеюсь, что если нам удастся плодотворно поработать здесь в Германии, то мы сможем распространить этот же опыт и на другие страны Европы. Также к этому делу мы обязательно подключим нашу официальную власть в лице президиума правительства и нашего представителя в Чеченской республике Ичкерия в Германии Баматгириева Османа. Вот будем работать, все будет Ичкерия, дай Алмула, все будет супер просто, все будет отлично, дай Алмула. Так. Это круто, Асан. Желаю успехов и через полиграф других привлекать. Абсолютно, Шамиль. Любой тест, который
любая проверка, которая будет, я буду на этом настаивать, но здесь в Германии нет, а что связано с нашей Ичкерией, с президиумом, нашей властью, я обязательно буду, конечно, настаивать на полиграф, проверять всех на полиграф. Академия МВД, это круто. О, да, нужно развиваться в этом направлении. Они будут служить верой и правдой. Думаю, даже лучше, чем сами немцы. Именно об этом я и говорил при. Если чеченец во что-то верит и что-то любит, то поверьте мне, он будет предан беззаветно этому. И чтобы не было вот этого параллельного государства, где государство отдельно, а чеченцы живут по своим законам отдельно, мы должны их интегрировать, и мы это будем добиваться этого делать. Германия, к большому сожалению, не только Германия, вся Европа, весь мир совершили грубейшую ошибку, и в том числе для себя, принимая нас как беженцев, они же оставляли нас россиянами. Это хорошая среда для российских спецслужб, чтобы под видом наших людей продвигать вот эту агентуру. Мы выявляем эту агентуру, мы знаем об этой агентуре, по крайней мере, о большей части, но при всем при этом многие чеченцы просто молчат. Потому что, кому обращаться, кому сказать, что этот человек работает на российские спецслужбы, кто ему, во-первых, поверит, а во-вторых, если он это скажет, где гарантии, что об этом русские не узнают, и потом его дома родственники не пострадают. Вот как-то так. Поэтому мы будем работать не только в направлении МВД или там социальных служб, в которые чеченцев будут брать. Это обязательно произойдет. Я думаю, уже в следующем году мы доведем дело до конца, и это как-то уже будет сформулировано. Но еще будем добиваться места в парламенте для чеченцев, для чеченского сообщества, чтобы был представитель в Бундестаге, и этот уже опыт, чтобы он распространился на другие страны Европы, чтобы в каждой стране Европы в дальнейшем, в перспективе, сейчас мы будем и в этом направлении думать, для того, чтобы каждый представлял уже чеченский народ, мы выдвигали от себя человека, который будет нас представлять, например, в Бундестаге. Как-то так. Добрый, Нино, добрый. Амаджоба Генацвале. Ну, ты не Генацвале. Так. Давайте дальше, друзья, к вашим комментариям. Сейчас я продолжу. Ассаламу алейкум. Аллах утулю амин. Ва алейкум ассалам шакамака. Амин. Россия сейчас хочет представить Кавказ как угрозу национальной безопасности Западной Европы. Совершенно верно, республиканский демократ, и мы должны в этом направлении усиленно работать. Мы должны везде распространять информацию о нас. Мы как демократы вчера присутствовали, и всем, просто все были очень рады, что мы посетили это мероприятие, и это супер просто. Да, совершенно верно. Якобы хотим в 21 веке объявить всемирный джихад кафирам, взрывать кого-то, рубить кого-то. Да, это все имеется, и, видимо, стоит очень такая жесткая установка бороться вот с этим проявлением терроризма. И именно вчера это видно было, что это их беспокоит. Просто люди были очень обеспокоены, очень сильно. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что делать. Как подойти ключ к чеченцам. Чеченцы закрываются, и мы ничего от них добиться не можем. Говорит, никак, ни при каких обстоятельствах. Но это политика, которую ввели страны Европы на протяжении вот этого долгого времени. И это очень... Оставляя нас на растерзание россиян, связанных с Россией чеченцев не депортируя, они по закону там как-то находят лазейки, пытаются закрепиться. И вот эти проповедники, вот эти вербовщики, психологи работают с нашей молодежью, которую фактически
толкают вот на эти ужасные вещи. Как справедливо? Так, давайте почитаем еще комментарии. Валейкум ассалам, Хамзат, Эдам, Машуш. Кельчу Медведь, человек Машуэль. Приветствую всех, друзья, кто вновь зашел. Все нормально, Адам. Не знаю, кто там в Бранденбурге, а в Нижней Саксонии ведется античеченская политика. Т-80, Т-800, точнее. Ты можешь выйти со мной на связь, на мой WhatsApp мне написать? Под каждым видео в YouTube есть это видео. То, что античеченская политика ведется, например, там выступал один политик. И он очень нелестно, он не единственный там, нелестно отозвался политик о чеченцах. Мы ему объяснили, почем пуд соли, рассказали, кто мы такие, что мы там делаем, и что его информация не соответствует действительности. И все, нашлось что сказать. Поэтому дело в том, что нам надо говорить, понимаете, против нас ведется большая работа, огромнейшая. Там выступали люди, там и от спорта были люди, которые говорили, что чеченцы, там кто-то говорил, что там чеченцы женщин не ценят, там не уважают, что у них прав там женщин нет, там были такие высказывания. Наоборот, вышли представители от спорта, сказали, вы что, чеченцы, женщин уважают матерей своих, сестер своих. Это, просто, это вы даже не представляете, о чем вы говорите. Это не так, абсолютно не так. Очень уважаем своих женщин, очень их любим и так далее, и так далее. И именно это они и говорили. Они занимаются, у них есть там спорт. И в этом спорте, говорят, там просто подавляющее большинство у них там чеченцы. И они такую характеристику дали о чеченцах, что мне просто было даже неудобно. Потому что просто, причем без какой-то лести, говорилась правда, приводились примеры. Очень было поучительно. И я, знаете, подумал, чеченцы, находясь здесь, закрытые, отторжение от государственного управления, от государственной власти, и собираются на одной определенно взятой земле такое количество серьезных людей, именно которые занимаются этим вопросом, и они на самом деле искали причину проблемы, они на самом деле пытались. Они не говорили, что чеченцы все плохие, что нужно сделать репорт. Наоборот, вчера прошла такая информация, чеченцы Германии, вам сообщаю, что чеченцев, депортировать чеченцев, установка массово депортировать, как планируется, только вот тот, кто связан с Россией, массовая депортация, она будет приостановлена. Мы сделаем все, говорилось, что чеченцев отсюда, мы хотим, чтобы чеченцы у нас жили, мы не хотим, чтобы их отсюда депортировали. Мы хотим с ними жить, и мы очень любим и уважаем. Вот дословно слова, которые я получал и в разговорах, и со сцены звучали такие вот вещи. И это силовики, это защита конституционного строя, это ФСБ, считайте, аналог ФСБ, конечно, это террористическая организация, которую ни с чем нельзя сравнивать, но для понимания. Это криминальная полиция, это обычная полиция, это политики, это журналисты, общественники. Подходили просто, абсолютно незнакомые люди, подходили, благодарили, просто пожать руку хотели и так далее, и так далее. Это было очень весомо, я вам скажу, друзья. Если мы не воспользуемся вот таким гостеприимством, таким желанием нам помочь, это будет глупо, мне кажется, как минимум. Спасибо, Гио, спасибо. Спасибо.
что вы делаете, чтобы мы не были с Россией связаны? Карфаген. Ну, наверное, ты, первый раз зашел на мой канал. Я очень много, на мой взгляд, делаю. 24 часа в сутки я разоблачаю фашистскую ложь, я разоблачаю агентуру, работающую на Россию. И ты не представляешь, как это мешает этим врагам фашистской России. Дальше он пишет, это полное подчинение Тагуту, говорит Карфаген. Карфаген это у нас представитель фабрики троллей, абсолютно бесполезный человек. Я просто подумал, что это нормальный человек, который задает вопрос. Нет, это просто обычный подхолопник. Ну, бывает. Так, давайте дальше перейдем к вашим комментариям. Если вербовщики, психологи и влияют на молодежь, то что родители делают? У молодежи много молока на губах, молодежи молоко на губах не отсохло, а уже думает идти кого-то европейца убить, который приютил, дал хлеб, крышу, социалку. Республиканский демократ. Я понимаю, о чем ты говоришь, и ты в этом прав. Конечно же, дело в том, что, конечно же, под это влияние попадают сами родители. Вы помните парня, который во Франции убил учителя, Самуэля Пати. И вы помните отца, который говорит эти вещи, и вы все это знаете, что они там забрасывали информацию в интернет, что в честь него, его родном населенном пункте назвали улицу, потом этого отца переправили в Саудовскую Аравию, говорят, его там финансово поддерживал Кадыров, ну то есть фашистская Россия. И вот и вся их религиозная риторика, эти люди запутались, они работают на Россию, думая, что они какую-то пользу приносят. Это и, конечно же, в первую очередь, особенно если это 16-летние, 18-летние юнцы, то, конечно же, за этим стоит всегда семья. Всегда родители об этом знают, и родители, хотя не могу сказать, что на 100% всегда, чаще всего, скажем так, чаще всего за этим стоят родители, которые должны объяснять, что мы приехали вот в эту страну, потому что нас русские убили. Там был один представитель из Австрии, парень, который по какой-то причине с нами даже не здоровался. Это был чеченец, которого туда пригласили, который с нами не здоровался, проходил, ну как обычно принято у русских. И ему задали вопрос, как вы относитесь к Кадырову и к Путину. На это он сказал, что он якобы находится в Австрии, и его это не касается, что там происходит в Чечне. И вот мне интересно было бы узнать, его родители ездят домой, он сам ездит в Чеченскую республику, временно оккупированную. И было понятно, что человек, если говорит такие вещи, что этот человек не собирается выступать против России. Хотя это такой религиозного толка на вид. Ну-ка, у нас вся молодежь сейчас на вид такого толка. И вот эти вещи нам нужно разъяснять нашим молодым людям. И знаете, если вы связаны с фашистской Россией, то, пожалуйста, не говорите от имени чеченцев, я бы сказал вот этим людям. Вы россияне, вы не чеченцы, вы россияне, понимаете? Россияне. Сейчас вас уже русскими будут называть. Так уже Аптиала, Удинов, другие, там уже русские офицеры там, и так далее. Поэтому оставьте нас в покое. Тем, кто там нам хочет навязать халифат, там еще что-то, вы арабы, поэтому на арабском, пожалуйста. К нам вы мало отношения имеете. Ну как-то так.
Ты тоже не говори от имени чеченцев, Бог. Почему это я не говорю? Ты говори от россиян своих, ты подхлопный. Я за чеченцев, я говорю именно за чеченцев, понимаешь? А ты за Россию, понимаешь? Вот ты кто. Доктор Аиша. Аиша, кто тебя так учил? У тебя папа тебя так учил разговаривать? Ну ты вообще... Россия дружит с Чечней. Нет, Россия дружит с предателями чеченского. Ну не дружит, она управляет предателями. Россия не дружит. Друзья не убивают треть от наших граждан, населения нашей страны. И это не дружба, понимаешь? Это оккупация называется. Это вам, вот, имперским бичам, почему-то кажется, что мы с вами дружим. Нет, мы с вами не дружим. И не мы выбрали вас врагами. Нет, мы не хотели ни с кем вражды, тем более страной, которая является людоедом и в сотни раз превосходит нас по численности, по вооружению и так далее. Вы сделали из нас врагов себе. Навеки вечные, Иван, имперский бич, я тебе это говорю. Навеки вечные мы вам враги. Мы наших детей, внуков, правнуков будем с ненавистью, с презрением к вам воспитывать. И так мы делаем, поверь мне. Наши дети ненавидят вас больше, чем наши отцы и деды вас ненавидели. Это будет каждое поколение. Не в смысле, что вы достойны нашей ненависти, а в смысле презрения к вам. Понимаешь? Тем более сейчас здесь, живя в Европе, мы знаем, что мир разнообразен и большой, что вы боитесь этот мир. И именно поэтому вы сейчас находитесь в том положении, в котором вы находитесь. Ва алейкум ассалам, Умар. Мустан Машуэльхо. Вот, Омар, они говорят, что Омар говорит, что я правильно сказал. Они говорят, вот тот, кто мне здесь пишет, что я не за чеченцев, Омар. А я именно за чеченцев, не за арабов, не за русских, ни за кого на этой земле, только лишь за чеченцев. Понятно? И я ищу союзников из тех, кто всегда нам помогал и кто имеет возможности нам помочь. Это являются в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Господи, благослови Америку. И все будет Ичкерия. Законы, Эльрасан, заколебали эти русские арабы. Да, Амзат, совершенно верно. Так. Да, сам было бы круто, если бы молодежь занимала места в бизнесе, госструктурах, универах и не говорить, что все харам. Ну, смотрите, там знаете как будет? Там не будет таких разговоров, что там хочешь, там не хочешь. Там если реально это будет от государства, я сейчас это буду просто пропагандировать в нашем обществе, разъяснять нашей молодежи, потом этим займутся уже государственные органы, я думаю, если к этому подойдем. И там адвокатом работать, харам, в полицию идти, харам, там это, третье, десятое, это для умственно отсталых будет разговор. Все умные, образованные чеченцы и чеченки с удовольствием воспользуются вот этой льготной программой, которая будет обязательно разработана. И, ну, а если ты умственно отсталый, то ну, зачем тебе в госструктурах работать, правильно? И они не для своей семьи, не для чеченского народа, пользы от них не будет. Поэтому, ну, пусть занимаются, ну, их и депортируют, ну, их там будут жить на социале всю жизнь там и так далее. Ну, все, каждый занимается чем хочет. Каждый кузнец своего счастья сам. Ты молодец, давно пора. Да, Гиус, абсолютно. Давно пора и будем работать. Кому-то это выгодно ставить в таком статусе. Кого-то
кому-то это выгодно оставить. Конечно, все, кто нам говорят, что не выходите на митинги, это харам. Понимаете? Самый ответственный момент, Кавказ-центр, да, русскоязычное турецкое издание Кавказ-центр писало под видом чеченского издания, писало, что выходить на митинги харам. Потом, когда началась война в Сирии, нам рассказывали, что туда придет Махди, это воин, который должен будет там поднять народ против несправедливости. Потом придет Иисус Христос, Иса пророк. И вот произойдет там война судного дня, там конец света, именно в Сирии. Это все нам рассказывали, вот эти все пропагандисты, вот эти все религиозные, без стыда, без совести, уничтожив более, по некоторым данным, 10 тысяч, некоторые говорят 5 тысяч, цифры я точно не могу сказать, уничтожив нашу лучшую молодежь, пассионарную молодежь с Европы. Вот эти мерзавцы, подонки продолжают дальше вот это всю свою вот эту риторику нести. Сами, самое интересное, они остались живы. Сами они никуда не поехали. Их дети тоже никуда не поехали. Их охраняют турецкие спецслужбы. Они здесь живут в Европе, получают социалы там всякие разные, получают еще откуда-то финансирование. И абсолютно как будто ничего не было. Как будто не было такой, как ураган прошелся, собрал всю нашу молодежь, погибла в Сирии. Они готовились к войне против Украины. Вот. Без сомнений, война в Украине, как мы знаем, была заложена еще в 95 году, об этом Джохар говорил. Как минимум до 95 года эта программа уже была заложена про войну в Крыме, Украине в целом и так далее. И чтобы отсюда чеченцы не поехали массово защищать Украину против фашистской России, нас отправили туда. Сейчас пытались собрать нас всех в Палестину защищать, сектор Газа поехать защищать. Большому счастью, это не вот только вот здесь балаболы вот остались, вот эти, которые фабрика троллей, которые сидят и нам рассказывают про всех кафиров, про войну, про судный день, там еще что-то. Почему, если ты хочешь самое лучшее для нас, рай самое лучшее, там все такое, отправляет человека на войну, но ты должен своего сына отправить, своих всех детей, жену отправить. Ты же их всех любишь, правильно? Значит, ты тоже должен сам поехать, всех их собрать и сам сгореть там на этой войне. Потому что, лучше ты своей семье хочешь, ты же домой еду приносишь, сперва свою семью кормишь, правильно? Одеваешь свою семью, ты же лучшее для них пытаешься. Значит, иди сам тогда, сядь в окоп и призывай с окопа, а не сиди где-то там, сидишь ты и сказки нам рассказываешь. Вот эти мерзавцы, они либо полезные идиоты, которые тоже имеются, или же они работают на российские спецслужбы. Или турецкие спецслужбы, в некоторых случаях бывает такая тема. Или это совместно русско-турецкие спецслужбы. Или еще это связано с какими-нибудь. Но выгоды для чеченцев, для чеченского народа там минимально. Ее вообще не вред, только один вред. Вред просто. Самый настоящий вред. Мы тут пытаемся очиститься о том, что нас называют террористами. А вот эти сидят и занимаются ерундой самой настоящей. Мы кавказцы, Кавказ Израилем. Вайдик нахц, дугают кавказян. Ассалам алейкум всем. Ва алейкум ассалам. Мигиров. Сидят, смотрите, мужчины, так называемые мужчины сидят. Сидят и обсуждают, еврей я не еврей, там это. Кто вас сюда заставляет заходить на мой канал?
Вы тролли, вы платные тролли. Если вы не платные тролли, выйдите на связь, позвоните, покажите лицо, скажите, я такой-то, такой-то. Сделайте свою, скажите свою претензию. Если вы не хотите, чтобы я вас посылал вслед за русским кораблем, сделайте это воспитанно, как вас, как учат чеченский. Хотя у вас арабский адат вас не учит, наверное, потому что вы не чеченцы. Вы прикрываетесь этим. Вы работаете либо на Россию, либо вы полезные идиоты. Поэтому позвоните мне, расскажите, что вам не нравится. А сидеть как бабы, писать комментарии, что я еврей, что я там еще кто-то, еще что-то. Ну, что это меняет? Чего вы добиваетесь? Вы никто, и звать вас никак. И поэтому я вас буду полностью игнорировать. Пойдемте дальше. Поговорим с мужчинами и с настоящими женщинами. Они полу. Конечно, будет античеченская, антикавказская политика. Цель Рашка не дать им возможность получить свободу. И на этот денег они не будут жалеть. Наше дело разоблачение и лжи. Да. Основа. Если вербовщики, психолог, так это уже было. Справедливости ради нужно сказать, что родители должны общаться с детьми и говорить, что хорошо, что нет, с кем нужно дружить и с кем не стоит, и объяснить, почему не стоит. Совершенно верно. Как-то я говорил с русским о мысли суверенитет. Он мол, что тебе не нравится. Мы же терпим, и ничего. Посыл был у него. Мол, зачем властям под дудку плясать под дудку англосаксов? Короче, смысл его: я холоп, и ты будь таким. Точно. А сам можешь говорить за чеченцев, так как он за Чеченскую республику Ичкерия, не за Россию, не за халифат, не за Арабистан, а именно за Ичкерию. Совершенно верно. Задача номер один — вывести чеченский народ вот из этого состояния, в которое нас загнала фашистская русня. Аслан салам маршалу, Дейлер салам маршалу, Лизавр. Дейлер салам маршалу. Что ты имеешь в виду против арабов? Они ничем не хуже и не лучше других. Берс, я ничего не имею против арабов. Ничего. Просто люди, которые называют себя чеченцами и топят за Саудовскую Аравию, они не понимают, конечно, что они делают. Вот поэтому я говорю, если ты араб, пожалуйста, не лезь со своим арабским уставом в наш чеченский монастырь. Вот о чем разговор. Ничего я против арабов не имею. У меня есть конкретные, против кого я имею в виду, но не про всех, не все народы. Народам это не имеет никакого отношения. Леца сам себе царь, леца. Салам всем свободным людям, салам аса, салам, мой дорогой, витаю тебя. Полицию работать харам, если это российская полиция, где ради результата могут подкинуть вещества, оружие и так далее. И после этого они спят спокойно. Да, конечно, российская милиция, полиция, там, их силовые органы, это чеченцам неприемлемо никаким, ни мусульманам, никому нельзя там работать. Это преступная организация. И для нас, чеченцев, 100%. Барка русский, республиканский демократ, республиканский демократ. Читаю твои друзей России Долча. Да, только на русский работает харам. Вот это правильно. Остальное халял. Совершенно верно. Я думаю, там и европейские политики были замешаны. Там такие красивые кадры снимались для вербовки людей в Сирию. Так только Европа может. Ничего подобного. Очень даже русские хорошо могут снимать. Европа не занималась. Может, какая-то информация у них была, но они этим не занимаются. Меня с возрастом поражает тупость людей. Я думал, раньше здравых людей больше, чем бичей. Как после того, что русские сделали, идти за них воевать, неужели во время интернета свидетельства очевидцев были? Совершенно верно, Тарас, совершенно верно.
знаете, самая мощная партия на Земле – это партия идиотов. Ее представители есть во всех странах. Да? Во всех странах, во всех уголках Земли. Да? Кстати говоря, что вы скажете про мой свет, друзья? Почему вы мне не ответили на вопрос? Как вам вот этот свет сзади, то, что подсвечивается, это хорошо или плохо? Это необычно как-то, хочется что-то сделать из того, что имею под рукой. Скажите мне, пожалуйста. Во-во, они или он, или оно, не разбираешь. Боя. Да, да. Ассаламу алейкум, Сулейман. Ва алейкум ассалам. Асан, как ты думаешь, мне разрешать жить на пенсию Ичкерии? Эд, тебе не только разрешать жить на пенсию Ичкерии, ты будешь самым дорогим моим гостем там. Я с удовольствием буду с тобой ездить на шашлыки, на нашу гору нашу. И мы с тобой будем там есть шашлыки и запивать соком. Так что, конечно, это только буду рад. Буду добиваться тебя, если тебе нужно будет, гражданство нашей страны. Обязательно. О чем ты говоришь? Свет четкий, Асан. Отлично. Хорошо. Модный хит его. Мы на тебя не смотрим, мы тебя слушаем. Ну, как сказать, справедливый человек, это ты, видимо, другими делами занят. А кто-то смотрит внимательно. Хоть черный экран будет весь, не без разницы. Нет. Да, подсветка очень необычная, очень-очень. О, спасибо, Айса. Баркал. Задний фон отдает синевой. Да, я здесь расставил, ну там, и меняются цвета, синий, красный. Там. У меня был красный, здесь спереди у меня остались. И мне сказали, что красный вообще как-то, с одной стороны синий у меня, с другой красный, потом еще желтый у меня. Я пытаюсь, я сам дальтоник, поэтому я у вас спрашиваю, как все это делается. Потому что вот как-то так. Нужно разбираться во всем. Поэтому мне нужна ваша помощь. Спокойно бирюзовый свет. Отлично. DQ свет. А так свет слабый сам. Так, слабый, да. Он не очень, конечно, подсвечивает, потому что не бьет в лицо. Но я могу, у меня есть еще лампы там понаставить. Просто когда сильный свет в лицо, он мне лоб отсвечивает. Ну как-то так. Ассаламу алейкум. Скажите, пожалуйста, почему вы не принимаете эфир? Почему же не принимаю? Принимаю, просто сейчас в последнее время я этого не делал. А так дискошар можно повесить. Можно, конечно же, повесить дискошар. Так, давайте будем читать немножко из этих тиктоков комментарии. Сейчас, одну минутку, я сейчас войду. О, как в ТикТоке смотрится неплохо так, да? ТикТоке-то в Ютубе еще не так, а в ТикТоке как будто как-то красиво вроде бы. Поиска истины. А на какую тему ты хочешь со мной поговорить? О, у них... Сейчас я посмотрю у тебя, кто ты. О, ты религиозник, да, у нас? Угу. Так. А какую тему ты хочешь со мной обсудить? Про ислам, про ислам. Ну, вроде нормальный канал. В поиске истины. Истину как ищешь? Расскажи мне.
А какую тему хочешь? Сам маршал, дой делер, салам маршал, как разница. Религиозник, кто? هو مو ديزر نيستا إلرس هو بيستعلش مجيو каждое слово цепляется. Сами сидят, анонимно спрятались. Я хочу у тебя поинтересоваться. Пожалуйста, напиши комментарий, я тебе отвечу. Что ты хотел со мной поинтересоваться? Тему скажи, на какую тему ты хочешь со мной говорить? Возьми старые репортажи про ИГИЛ. Там в самом русском репортаже от террористов слышны разговоры на русском. Конечно, этот ИГИЛ, дамаях, хуняхка, дамаях, видишь, Амзат, удалять его комментарий. Ты отрицаешь приход Махди, говорит, и нисхождение Иисуса. Конечно, я это не отрицаю. Если это говорит моя религия, то, наверное, так и должно быть. Так и произойдет. Но я отрицаю, что Кавказ-центр и ему подобные нам рассказывают, что это произойдет в Сирии, например, когда это нужно русским, чтобы нас собрать. Давайте вы не будете заниматься подменой понятий того, что я не говорил. Ты отрицаешь, ты отрицаешь. Этот человек пишет, неизвестный человек мне задает вопрос. Видишь, на любые темы. В смысле так, ты поинтересоваться хочешь в поисках истины или на любые темы поговорить? Ты определись. Я сейчас отвечу. Именно это четко, отлично, все, значит оставляем такой свет. Именно ИГИЛ создавался русскими террористами. Россией создавался ИГИЛ. Партия Баас иракская, она была полностью по образу и подобию КГБ СССР создавалась. И это были ее агентура. ИГИЛ это детище русских. Они лично, игиловцы лично, и начинали вот эту провокацию под контролем русских. И прибывший президент Калмыкии Ирсан Илюмжинов покупал, продавал нефть и финансировал таким образом вначале. Это всплыло, и западная пресса об этом писала. Это известный факт. Ассаламу алейкум. Удугов это враг Аллаха и чеченского народа. И один из главных зачинщиков Второй войны. Ахмед Хабуев. Ва алейкум ассалам, Ахмед. Да, он зачинщик войны. Это правда. В этом я нисколько не сомневаюсь. Мне сегодня звонил один человек с России, у него хлебкомбинат свой, загибается там все, работы нет, цены растут, прорыва не видно. Как думаете, Асан, что ждет бичей Северная Корея 2? Тарас, скорее всего, именно так и в этом направлении развивается. Но я думаю, что вот застоя такого многолетнего там не произойдет. Запад и мир, и мы с вами, украинцы, чеченцы, мы все не заинтересованы, чтобы Россия там годами, десятилетиями загнивала там и так далее, и так далее. Мы заинтересованы, чтобы Россия, ну, если не станет цивилизованным демократическим государством, но хотя бы принудить ее соблюдать международное право, мы просто все обязаны. И в этом плане нужно вести совсем другую работу. Она уже поняли, что нужно вести немножко по-другому работу. И все будет ичкерия, да, алмула. Все меняется и все исправится, да, алмула. 100-500 тысяч, 100-500 направлений, и сами между собой не могут определиться, еще нас будут учить чему-то. Пишут везде про русских хакеров и про их фашистскую мафию. Ответ на их обвинения. Насчет хакеров громко сказано, это просто преступники. В техническом плане украинские лучше, но русские хорошо пиарятся. Так, Асан, ты не веришь ни одной религии, значит ты проклятый человек. Всему богами. Всеми богами. Адам, ну я-то верю, просто меня постоянно пытаются вот пристегнуть. Знаете, в чем здесь плюс-минус?
когда они мне говорят за мою религию, я правозащитник. Я не должен говорить о своей религии. Религия – это внутреннее мое дело. Это моя связь с Богом. Это мое личное дело. Но когда мне постоянно говорят таким образом, если я, например, поддерживаю Израиль, когда Хамас совершает ужасный террористический акт, я просто как справедливый человек не могу не поддержать Израиль. И осудить террористов и ублюдков, которые сделали то, что сделали. И таким вот образом они меня, когда я говорю такие вещи, они говорят, что я там не мусульманин, чтобы не сказать, что мусульмане поддерживают Израиль, евреев, что я не чеченец, таким образом, чтобы не сказать, что Израиль, евреев поддерживает чеченец. И мне приходится каждый раз говорить: нет, я чеченец, нет, я мусульманин. А потом с другой стороны смотрят. У многих людей, которые, например, не интересуются религией, там, являются из других конфессий или являются атеистами, которые из разных стран готовы нам помочь. Когда я каждый раз доказываю, что я мусульманин, я чеченец, они говорят: ну зачем он завтра станет радикалом или еще что-нибудь, зачем нам помогать? И таким образом они в любом случае, вот те, кто задают вот этот тренд, что я там не мусульманин, не чеченец, таким случаем они в любом случае какую-то пользу из этого извлекают. Когда я оправдываюсь, это тоже как бы им на руку. И когда я, например, молчу, это тоже им на руку. Потому что если я молчу, значит все-таки это правда. И вот таким образом они пытаются дискредитировать меня, там, наше движение, наше все стремление. Поэтому, ну, что поделать, вы все свидетели, наша запись, наш разговор идет под запись, как вы знаете. Все это можно потом пересматривать и проверять каждое слово, которое я говорю. Но вот вы видите, как они работают. Это фабрика троллей, вот они сюда заходят. Вот есть один очень хороший пример. Есть один парень, который прямо говорит, что он вышел из ислама, что он не мусульманин, чеченец. Он в ТикТоке здесь есть. Я как-то зашел послушать его, как там говорят, и ему объясняют, его там знакомые, вежливые, нормальные люди заходят, ему говорят: ну зачем ты так говоришь, третье, десятое. Ко мне заходят один сплошной мат. Ни один настоящий мусульманин не будет материться. Вы от меня никогда, ну, может, за редким исключением какие-то слова могли проскочить, не слышали, чтобы я где-то грязно выражался и так далее. Потому что это не принято у чеченцев, это не принято у мусульман. Вообще у любых порядочных людей это не принято. Так, они заходят и вот таким вот образом пытаются. И сразу видно, что никакого отношения к исламу он не имеет. Это просто обычная русская подстилка, которая заходит и говорит: нормальный человек, даже если ему не нравится, что я говорю, свободный человек, не связанный с российскими спецслужбами, если он там ненавидит меня за то, что я говорю и делаю, ну он просто забанит меня или пройдет мимо. Ну нет, надо настойчиво. Это фабрика троллей. И создается впечатление у некоторой нашей молодежи, которые видят это все и говорят: как смотрите, сколько людей там на него ругаются, давайте я тоже присоединюсь, да, в потоке, пну его чем-нибудь там, уколю его чем-нибудь. Ну и вот таким вот образом это создается ажиотаж. И другим кажется, тем же евреям, которые заходят на наш канал, кажется: ой, все чеченцы антисемиты, какие они плохие. И таким вот образом они пытаются нас очернить. Слава Богу, в основном евреи, как и мы, чеченцы, очень разборчивы в определении врагов. Они все нации, все народы не называют врагами. И слава Богу, что у них это понимание, как и у нас, есть, что нельзя вот винить там по представителям отдельных лиц. Но мы не видели практически ни одного чеченца, который с открытым лицом публично поддерживал Хамас и радовался геноциду, акту геноцида, произошедшего на день рождения Путина. Ни одного мы не увидели. Ну или почти ни одного мы не увидели. А то, что пишут, ну пишут кто хочет. Ну, фабрика троллей. Нет плохой нации, есть плохие люди. Абсолютно, Гиус, абсолютно так.
горские евреи жили в мире с исламскими народами. Совершенно верно. И мы жили, и всегда, и рады этому. Поиска истины. С какой целью ты хочешь зайти? Скажи, с какой целью ты настойчиво хочешь войти? Скажи мне, просто я хочу знать. Привет из Сербии. Витаю, Сербия. Приветствую. Приветствую. Так, давайте в Ютубе почитаем. Так, Дойч Маделаш, вы жили? Так, Эдам. Гудуйцаемш алейле Эдам. Адиру алейру насю. Дукас. Аяхка комменташ. Мадицаемш дукварк. Так, ну вот, видите, уже тут разборки у вас идут, друзья. Иди гдать, иди гдать. Говорят, что если русский разговаривает с тобой, его уже нужно перебивать хотя бы раз в 5 минут, иначе он подумает, что им можно ездить по вашим ушам. Ну, русские разные бывают при. Тема первая. Нохчи барт тунцаголь. Ну, гунцаголь нохчи барт. Хамичауха, Европе, а вы поиски истины. Поиска истины. Ты в Европе? Скажи мне. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Ты в Европе? Ассаламу алейкум из Украины. Ва алейкум ассалам, Украина. Мегер до тахпом безопасно. Да, с чувак на 10 минут твоему, а мел 1 минуты обиться дома еще. И без оскорблений, без вот этих, ну как ты знаешь, о чем я. Так, освободил гостя Мичаур. Поиск истины добивался усиленно. Послушаем, что нам хочет сказать этот уважаемый господин Дел. Поиск истины. А вы столе? Звук яйца вот освободил, а? Все, звук яйца бех мобил. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сабех киумдат. Хуршху техник реагирует. Худу мокш меч ларваш. Рикаш, додал бухастам. Как тебя зовут, Сош? У нас стрим сегодня на русском языке. Давай по-русски будем общаться. Меня зовут Билал. Но не могу сказать откуда, только вы сами понимаете, вся суть. Да. Здесь это, поэтому не хочу говорить, где я нахожусь и откуда вообще из Кавказа. Аслан, у меня один вопрос. Вот сегодня наш народ, чеченский народ,
очень разрозненный. И, можно сказать, во всем мире везде они есть. Да. Разбросанные. И в Европе особенно много, чем там в Западе или там в Америке где-то, знаете. Особенно в Европе много. Ну, минимум 300 тысяч человек, минимум есть в Европе. Да. Вот. Я вот смотрю ваши эфиры и других разных, которые вот публичные люди, вот которые все. Ага. И у меня свое мнение и про каждого. Но я никого их не оскорблял и не собираюсь оскорблять. И касаться их чести и достоинства. Просто у меня один вопрос. Почему у нас нет единства? Вот это не могу понять. То одна группа, то вторая, то третья, то четвертая. Там еще один вообще отдельно, другой вообще отдельно. Вот так. И друг друга хают все. Знаешь. И вот я с вами согласен в некоторых ваших высказываниях. Знаешь. Вы очень это... грамотно объясняете, и вы далеко заглядываете некоторые вещи и об этом говорите. А некоторые далеко не заглядывают, то, что перед носом, они то, что видят, они так и делают все это. Ну, знаешь, не думают, знаешь, на шаг там, на 10, может, на 20, ну, так скажем. И вот знаешь, вот сегодня даже вы сказали об этом, вот именно наша молодежь, вот были случаи во Франции, вот 2 человека убили вот это. Вот я тоже об этом думал, почему именно, вот когда касается отношений в религии, именно наша молодежь делает какие-то там вещи. Да. А почему здесь очень много арабов и очень много других мусульман? Почему они не делают, именно чеченцы, почему это делают? Вот об этом вообще никто не думает, я не знаю, но здесь есть на чем задуматься, понимаете? И мне тоже, я тоже так думаю об этом, как и вы. И эти российские и пророссийские вот эти службы и в Европе тоже есть среди некоторых людей, которые на них работают. В любом случае есть такие. Конечно. Может быть, эти люди их используют, чтобы опять, чтобы нас очернить. Так на нас навешали какие возможно там все эти ярлыки. И когда вот делают какой-то там акт в Европе, или даже в любой точке мира, если это делает чеченец, и сразу весь народ, они, ну, опять же, начинают, что чеченский народ, они вообще, короче, там, дикари, там, фанаты, радикалы, всякое вешают на нас. Ну, я понимаю, что у нас в крови это, у чеченцев, у нас очень сильный, короче, ревность к своей религии, к исламу. И там к пророкам, и святым людям вот таким, знаешь. У нас сильная ревность, чем у других мусульман. Поэтому они нас используют, я думаю, так. Билал, Билал, конечно, вот то, что ты сейчас говоришь, это та же самая, я такой же чеченец, как ты, и для меня это такая же боль, проблема, и пытаюсь всегда найти ответ на эти вопросы. Дело в том, что над нами, над нашим народом совершен геноцид.
Нас убили 30%. И часть 200-300 тысяч, вчера я был на этой конференции, там говорили от 200 до 300 тысяч нас, чеченцев здесь в Европе, они говорят. А вот эта часть населения, которая сюда приехала, она удобная среда для русских террористов, чтобы внедрять свою агентуру среди нас. Ты говоришь, мы ревностные к своей религии. Мы ревностные, это тоже правда. Но мы, знаешь, мы верим в то, что мы делаем. Любой вумдуй цунат о тишвай, дагар хульвай дяштег, искренне халярдуис, благородство халярдуис. Это хорошее качество, благородство, искренность. Но при всем при этом, как настоящее абсолютное зло на этой земле, беспримесное зло, российские спецслужбы, вот эти наши хорошие качества используют против же нас. Наша доверчивость, наша искренность, наша благородство. И не только в исламе. Если бы российские спецслужбы, например, в чем-то другом нас решили бы использовать, они бы точно так же использовали бы нас и заставляли бы нас исполнять какие-то волю. И одновременно достаточно, вот, например, у нас здесь в Германии несколько лет назад уроженец Уфы, Башкортостана, дагестанец по национальности, совершил террористический акт. Так вот, с российскими журналистами связанные средства массовой информации начали говорить, что это уроженец Чечни. Сразу же. Сейчас во Франции произошло убийство учителя. Этот совершил не чеченец это убийство. Сразу же сказали, что это уроженец Чечни и так далее, и так далее. И достаточно одного случая, чтобы поднять волну информационную, и все говорили, что это чеченцы. Поэтому я призываю нас быть в 100 крат сдержанней. Поэтому я призываю нас, чтобы мы пытались как можно больше доказывать. Знаешь, когда я тебе скажу, что ты на русском говоришь, ты понимаешь, что и хабайл болчу нафтерду отсумац, что тебя это касается, тебя это задевает, ты понимаешь, что твои дети должны жить в этом мире, в Европе, в другом месте, и на них это будет сказываться, на наших детях будет сказываться, что мы террористы и так далее. Но когда ты, не задумываясь, живешь, ты абсолютно добропорядочный человек, ты никогда не убьешь ребенка, ты никогда не убьешь женщину, на войне имеется в виду, а не на войне ты никого не убьешь. И ты это понимаешь, тебе это не нужно кому-то доказывать. Ты абсолютно гуманный человек, я уверен. Потому что чеченцы, по большей части, это гуманные, сердечные, добрые люди. Я не потому, что я чеченец это говорю, потому что я просто много с разными людьми общался. Но каково тебе будет узнать, что про тебя и про меня говорят, что мы едим детей, что мы людоеды, что мы убийцы, что наша мечта как можно быстрее убить невинных женщин, детей, стариков и попасть в рай. Вот какое будет открытие. Я вот эту ситуацию, которая сегодня сложилась с нами в Европе, сравниваю. Вчера вот на этой конференции я говорил с разными людьми, и я им сказал, когда мы высылались в Казахстан, то есть это была не просто депортация, депортация это законное действие, это был геноцид под видом депортации. Когда нас туда отправили, первые 3, 4, 5 лет были самыми тяжелыми, и мы умирали семьями. Просто массовое вымирание было от голода, от тифа, от холода, от болезней. И наши люди не видели у казахов детей. И умирающие голодной, тяжелой, холодной смертью чеченцы жалели казахов. Говорили, потому что мы говорили, как жалко этих людей, у них нет детей. Умирающие с голоду чеченцы, с холоду, с болезни, говорили, как жалко казахов, у которых нет детей. А оказывается, казахам и другим народам, которые там проживали, сообщили, что к вам едут звери, которые едят детей. И чеченцы долгое время не понимали, почему они не видят детей. Вот та же ситуация происходит с нами здесь. Я не против религии, Билал, я мусульманин.
Каждый раз мне приходится это подчеркивать, потому что многие распространяют слухи абсолютно лживые про меня. Но я за то, чтобы нас увидели с человеческой стороны. Я за то, чтобы нас поняли люди. И чтобы мы не стали инструментом, вернее, мы уже стали инструментом в руках фашистской России. И я за то, чтобы не перестали быть этим инструментом, чтобы мы стали полноценными гражданами этой Европы, чтобы наши дети учились в университетах, работали в полиции, работали адвокатами, работали журналистами. И вот тогда мы создадим свое гражданское общество, и вот тогда мы сможем потребовать от России привлечь к ответственности, уголовной ответственности, за преступления, которые они совершили против нас. Именно поэтому не говорят про дагестанцев, про ингушей, про кабардинцев, про татар, которых тоже здесь в Европе достаточно, а говорят про нас, потому что мы для России, для империи, для КГБ, СССР, для ФСБ угроза, потому что у нас есть за что их спросить. Мы будем с них спрашивать, и именно этим я занимаюсь здесь, призывая, не давая им спать спокойно, убийцам нашего народа, чтобы они знали, что есть какие-то люди в Европе, которые днем и ночью только об этом и говорят, что каждая сволочь, убившая чеченцев, будет нести ответственность. Вот вся проблема не в исламе, не в нас, проблема в русских террористах из КГБ, ФСБ. Вот как-то так, Дион. Да, Асма, вот, знаешь, да, одни из дукум, ну, цыган, там есть очень тонкая политика, даже я даже не догоняю их некоторые вещи даже, да, цыган, там очень тонкая работа у них идет, потому что у них день и ночь работают институты чисто на по этой сфере, чтобы людей вербовать, чтобы людей обманывать, чтобы их, заставлять или обманным путем, чтобы они что-то совершили. Для них на данный момент чеченский народ это очень удобный элемент использовать в любом акте. Да. Понимаешь? Потому что если даже вот видишь, вот этот, который учителя убил, вот молодой парень, хотя он сам ингуш, но мы не отрицаем, что ингуши наши братья, самые близкие братский народ. Мы этого не отрицаем. Но мы говорим, чтобы если потому что против нас ведется работа, Билал, конкретная работа. Да, если даже это Франция, там, Германия, разница нет, любая страна, если это в СМИ об этом афишируют, чтобы они сказали конкретно, что есть, то есть. Того, что нету, чтобы нам не вешали вот это. Понимаете? В этом любой мон бухкоса хумда, это совершенно верно. Геноциды на войне. Геноциды на войне. И главной причиной он. И не один раз. Да, ну ведь в 1944 году. Да, конечно, в 1944 году геноцид. Конечно. И вот Первая, Вторая Чеченская война. Русско-чеченская. Это уже дважды. Русско-чеченская. Ну да, русско-чеченская война. Тоже геноцид. Это уже Первую войну один раз делали, и Вторую войну второй раз делали, и в 1944 году тоже сделали. Это уже трижды они. Да? В трехкратном размере они это делали. Но сейчас они это делают технично. Отправляя на Украину нашу молодежь, достойные ребята, которые они пропагандировали свою эту пропаганду, и обманным путем их умы, они забили со своей пропагандой, и которые выросли там в 90-х годах, 2000-х годах выросли, которые родились вот молодежь, они не знали, не видели все эти тягости, все
все эти, короче, там, скитания нашего народа, убийства, жертвы, все это они не видели. Они просто слышали об этом. И, ну, как мы это чувствовали на своей шкуре, они этого не почувствовали на себе. Поэтому они думают, вот, которые пропаганда сейчас ведет в нашей республике, вот это верный путь, это правда, это так должно быть. Они так думают, потому что их мозги забили они об этом, с этой пропагандой. Поэтому вы достойны, там, например, из Украины, там Бершгона, ну, может, цехалах докудон, дюнал дольш, мэрэл дольш, анди большдон, ничку большдон, кенти мовэти дахижош бершер. Так бу берштат, сун разнитят сун дон, хундер сар ихин тилин лилш мовэшдон, сун тагит эс берех. والله غير دون يدرسوا إيش دون любой ночи так антовали дон асу удидар. Билал, знаешь, вот то, что я понимаю, о чем ты говоришь, я тоже, это очень тонкая такая грань, которая между нами есть. Я знаю одно, конечно, я не молодой уже человек, я знаю, я видел войну, я видел эти горе, ужасы, страдания, но я знаю, что любой чеченец, даже вот вчера родившийся, имеет доступ к интернету и прекрасно знает, что над нами делали русские. Я никак не могу оправдать людей. Я понимаю, как они оказались в этой структурах, там, это есть там какие-то там смягчающие обстоятельства на сложившуюся обстановку. Но взять оружие и пойти воевать и против своего народа, если он берет это оружие, надевает русскую форму, и потом ехать абсолютно невиновных украинцев убивать, это, ну, есть смягчающие обстоятельства, но преступление, которое он совершает, оно до того тяжкое, что оно не может его освободить полностью от этого. Поэтому эти люди, они имеют доступ к интернету. Единственное, что может сделать чеченец, если он хочет воевать и не может не воевать, он может ехать воевать на стороне Украины. Остальные я не могу никак оправдать, потому что есть интернет. Есть интернет. Конечно, интернет есть, конечно, да. Я сейчас один пример тебе приведу. Интернет есть, но это интернет там тоже контролируется. Понимаешь, вот лично мой знакомый один человек, там под одним роликом написал одно комментарий. Представляешь, одну комментарий написал он. Ну, точно, что писал, я это не знаю, ну, написал он. Насильно бюкшбеш, это другое совсем, да? В этот же вечер, там не прошло 2-3 часа, приехали, забрали его, закрыли где-то, да. Целых 2 месяца, никого не Это другой разговор, да, Билал, это я знаю. Вот. И, короче, на 3-й месяц допустили после того, как он подписал контракт ехать на Украину. Представляешь? В Украину. Заставили его. В Украину, Билал. Да, в Украину. Да. Ну, мой, короче, за мой французский, короче. Да. Короче, этих я не виню. Интернет, я не про них, Билал, я не про них говорил. Это насильно отправляют на убой. Если не едешь ты, отправляют твоего брата. Ты вынужден уже сам поехать. Брата, отца, это да. Там, или да. Например, и контролировать, я считаю, интернет. Поэтому даже чубыла и информация, то есть халхил долом хажахаш, это вывод я уже цебахт бахатари молодежь я он я уже ажал та комментарий я зин алдалуг та дона саман заге та рех та слегка резу та даже взгляд дичи даже что даже резу вот он вот просто зажима резу вот там мелцу чун хайчи то что уже он резу вот он алон почву только за взгляд, да. Да. И что она
под таким страхом они их, короче, контролируют. Это. Так, поэтому мне жалко их. Это. По агитционной сберег дон. И шей эллер хилч дона, шей еш хилч, шей эллер хилч. Ни один, короче, там человек не поехал бы, я думаю. Но есть среди них, которые... Вот, есть, которые предатели. Едут, которые конченые, есть вот эти, которые их не подлизы. Да. Есть и такие, конечно. Но я не полностью 100% говорю, их нету. Ну и, конечно, есть какой-то процент такие, но большинство, мне кажется, большинство туда, которые едут, не от чистого сердца едут туда. Из-за необходимости. Вынужден. Да. Так, фигудует, ахдек. Единственное, за этот короткий период времени после этой Второй войны, единственная работа, которая была оплачиваемой, это была в структурах милиции, военные, вот такие. Поэтому и сейчас они не могут выйти оттуда, им не дают выйти оттуда. Ну, тяжело бывает им выйти оттуда. Или да он и так я юар арвал цухена дюню айн так и бехвой хлыквой матвой мосу авар короче бехвой так да он сунт это хама колле водой да хой так алвой это и вайн хаш ну бихом штеги там да и швей да лилош так да, ну, хлыкдеш технично хлыкдой что это уже. Да, совершенно. Это было и всегда было. هو هینز خیلی حلقات اونا до Совет айдал до чан при царское время КГБшник там бог бешкил могли и предатель шхил всю жизнь хилил ши он был легал ну вай адам худу ахчнах чо игловай адам ахчнах но хинзоп Европе берше в Европе потому что они видели все, что такое общество, что правильно, что неправильно. Докугум доузмодез не мой молодежь женинц. Так, там институт, кадюш молодежь живой, когда он по всем направлениям через там архитекторы, там моссу, короче, дишь буку ждонет. Да, примерно, вы молодежь, ока, ишки аки, хумгул ждона, ама бог дона, это общество, ош, кетче, да, цока. Нормально, а я то ты. Нормально общество, ош, кетче, дона, тогда мы могли бы на государственном уровне спросить России. Спрос следует, да. Вот этим мы и занимаемся. Да. Подвести к этому. И даже включить некоторых политиков Европы тоже могли бы эту ситуацию, чтобы они тоже нас поддержали. Мы работаем над этим делом. Да. Слушай, извини, братишка. Да, извини, вот братишка. зашел это Я могу сказать, что я украинец, да, наполовину, я наполовину русский, наполовину украинец, да. Но я полностью за то, что о чем вы говорите, да. То, что, я на вашей стороне. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Эдди. Эдди меня зовут. Да. Очень приятно. Эдди меня зовут. Спасибо. Что вы еще хотели бы сказать, кроме того, что вы... Я с Литвы, я слушал вас, короче, у меня очень много мусульманских друзей, короче, у меня вот есть чеченцы в Европе, которые живут, да, они все прекрасно знают всю ситуацию. Вы в Украине, Эдди? Не, я в Европе живу. Я как бы родился в Литве, но теперь живу в другой стране, я с Ирландии. Вот. Не, просто хочу сказать вам, ребятки, что знаете, мне очень приятно, что вот вы понимаете всю суть, да, вот. И, вы молодцы, конечно. Знаете, там такая большая армия, короче,
ну, возможно, даже, ну, можем проиграть эту войну, знаешь, вот. Но не хотелось бы проиграть эту войну. Но, возможно, даже мы проиграем. Но если мы даже проиграем, а послушай, если вот, смотри, весь мир такой вот, они разбросанные все, вот как мы, да? Смотри, есть чеченцы, есть абхазы, вот, они все по всему миру разбросаны. Если победит Россия, хорошо, ну тогда начнется маленькая охота, просто. Маленькая охота вот за тех, кто такие вот, ну, самоуверенные придурки, знаешь, вот так. Если проиграет Украина войну, русские в самом начале этой войны, русские имперцы, депутат Федоров лично говорил об этом, что нужно уничтожить 20% украинцев. И это будет море крови. 20% это около 8 миллионов украинцев, у них уже запланировано уничтожить, чтобы подчинить Украину, сломить волю украинцев, остальных запугать. Поэтому этого допустить ни мы, ни человечество, ни Запад, ни сама Украина. Как тебя зовут? Я очень хотел с тобой познакомиться. Аслан меня зовут. Аслан. Меня зовут Эдди. Очень приятно. Слушай, не дай бог это произойдет. Не произойдет. Знаешь, я в это не верю. Мы не допустим это. Мир не допустит этого. Мы победим. Это 100%. Если это произойдет, это будет большая беда. Да, это очень большая беда. Они просто засыпывают этот, знаете, они уже столько трупов положили, это такое страшное дело. Очень страшно. Знаете, Эдди, в чем проблема? Дело в том, что за все это время, почти за 2 года войны, против России, внутри России не велась настоящая работа. Создавали симулякры, создавалась имитация работы, а Россия, КГБ, там, ГРУ, они большие, ФСБ, они большие специалисты в этом. Понимая, что, например, будет запрос на то, чтобы раскачать ситуацию внутри России, они сами предлагают варианты и потом сами же пускают их просто в песок. И те же, например, Пономарёвы, те же там другие разные, которых я неоднократно называл, они занимаются имитацией деятельности. Имитацией. За все это время с миллионами подписчиков. Так много. Да, много, нас тоже немало. При всем при этом, кстати говоря, чеченцев было 1 миллион, когда мы вынудили Россию покинуть нашу территорию и сесть за стол переговоров. Вот все это за все. Я уважаю ваш народ. Я очень уважаю. Тем более, знаешь, у меня были друзья, да, чеченцы, за границей, да, в Ирландии. Я уважаю, понимаешь, они убежали, не то, что они убежали, нет. Они просто не захотели жить как тебе сказать, не знаю, короче, как тебе объяснить, что, это их земля, конечно, понятно, они любят свою землю, но то, что у них появился такой товарищ, как Кадыров, они не соглашаются с этим, знаешь, все. Я тебе рассказал все. Кто не соглашается, я не понял, Эдди. Я не соглашаюсь. Не соглашаются те, которые живут в Европе, чеченцы. Угу. Они они не с ним. Кадыров это коллаборант. Быть с Россией, быть за Кадырова, это, это исключено. Это самоубийство. Там целая армия, понимаешь, там целая армия. Армия. Им некуда деваться, понимаешь, им некуда деваться. Даже забирали сел ребят, да, которые пошли на войну в Украину, понимаешь, вообще никакого респекта. Нет, это ужасно. Я очень сожалею, что это все происходит. И мне очень жаль, что, это все происходит. Ё-моё. Да, конечно, это большая трагедия. Это большая трагедия, но ведется большая работа, и Россия... мы должны уничтожить, этих всех ублюдков. Реально, пацаны. Но иначе это будет какой-то коллапс, блин. Конечно, вы же не думаете, что оккупировав Украину, взяв в армию, вот смотрите, что произошло с ДНР и ЛНР.
эти люди рассчитывали, что у них будет большие пенсии, там как России, там зарплаты чуть побольше. А в итоге все мужчины почти погибли. Все мужчины из ДНР и ЛНР, уже все, их нет. Они были первые брошены. Также будут брошены украинцы. Если сейчас Украина не выстоит, дальше на Польшу, на страны Балтии пойдут эти украинцы, которые сейчас где-то там в бегах, где-то отсиживаются, они будут посылаться. И империя всегда так воюет. Мужчинами новых территорий она продолжает свою экспансию. Друзья, мне приятно было с вами поговорить, и я вынужден вас отключить. Я с удовольствием вас жду на следующих своих стримах. Билал, тебя жду я в воскресенье на чеченском языке на стриме. Поэтому приходите, заходите, я свой стрим закончу. И попрощаюсь. Да, спасибо вам, парни, за ваше мнение. دال غلط دال عدونا دال جيتش دويل وين دال مصر ديك شما دقيق ماش بويل وين دال وهرق أما اس كسنا بالنا حلقات وقيل وبرتع بويل ويشميخ مخت أقدر دويل الله دون شيء منستون. Аминь, аминь. Хорошо, друзья, всего хорошего. Я вас отключаю. Давай. Адик, да, давай. Марш, Аль. Так, друзья, наш стрим подходит к концу. Осталось сказать, чтобы он не матерился. Но там один раз он высказался. Ну, уже поздно что-либо говорить. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Всего самого еще раз, друзья, хорошего. Мир Израилю, мир арабам Палестины. И давайте будем объективно смотреть на вещи. Всего самого хорошего. Адикюэль Маш.